Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами канал Life. Мы в районе Нижнего пруда. Смотрите, какие у нас тут цветочки высадили красивенькие, звездочки. Целую клумбу каких-то фиолетовых звездочек. И вот мы вышли на прогулку. Сегодня у нас 11 августа 2021 года. И мы вот снимаем мост, Нижний пруд. И вон там фонтан, смотрите, вот этот вот около телевидения, да? Телевидение же. Вон такой красивый этот фонтан, прям я не знаю. Сегодня прям так солнечно, но мой муж попал под ливень. А мы пошли к бастиону Грольман. Вот интересно прям нам посмотреть, потому что я живу уже давно в Калининграде, уже 6 лет, но я не ходила за него гулять. А оказывается, там все гуляют за этим бастионом на Литовском вале или валу 21 адрес. Вот там все гуляют, а я и не знала, как говорится. Хочу туда сходить, сделать несколько фотографий. Естественно, поснимать на камеру, что это за место такое для прогулок хорошее в Калининграде. Вот. Так что сейчас будем прям прогуливаться сначала мимо Нижнего пруда, потом по кольцу, там, где у нас памятник новый стоит. Кто там? Невский. Александр Невский там стоит, да? Вот. И потом вот завернем, пройдем по улице и к этому бастиону пойдем. Итак, что говорит Википедия про бастион Грольман? Грольман. Да. Мы учили это название, но Вова так и не смог, и я тоже. Так вот, бастион Грольман был возведен по проекту Эрнста Людвига фон Астера как часть фортификационных сооружений Кёнигсберга и получил свое имя в честь реформатора прусской армии генерала Карла фон Грольмана. Вот. Так что это был прусский реформатор, генерал армии. Поэтому так и назвали бастион Грольмана. Видите, какое такое имя-то, фамилия, да? Грольман. Громкое такое, грольманское. Чем-то Гольцмана, например. Нет. Нет, скажут тебе все пруссы. Нет, это другая фамилия. Так, ладно. Строительство бастиона велось в период с 1851 по 1860 год. 9 лет его возводили, и он до сих пор стоит. Бастион Грольман – это самый крупный бастион Грольманского Верхнего фронта. В его состав входят подковообразный редюит с дворовым пространством для укрытия личного состава, земляной вал, капонир, 2 полукапонира, 2 каземата горжевой части, въездные ворота и предмостное укрепление. Сейчас придем, все будем искать. Предположительно, бастион соединялся подземным ходом с казармой Кронпринц. Вау! В апреле 1945 года, 1900, конечно, 1945, в бастионе размещался командный пункт 367-й пехотной дивизии Вермахта. Во время штурма Кёнигсберга укрепления подверглись значительным разрушениям. 10 апреля 1945 пролетело. Бастион перешел под командование Красной армии. В послевоенный период здания бастиона использовались в качестве складских помещений и мастерских. Согласно постановлению правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года, номер 132, бастион является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Вот, а мне кажется, вот это дерево у нас точно памятник регионального значения. Вы смотрите на этот крученый ствол, эту огромную крону, вот оно точно все видело. А я чуть не поцеловалась с девушкой, которая едет на самокате. Бывает. Тебе везло на велосипедистов, на детей велосипедистов, да. детей самокатчиков. Да.
Однажды мне очень повезло с велосипедистом. Я шла по улице Проспект Победы, около улицы, перекресток получается, сейчас скажу, как эта улица называется. Сейчас, я забыла. Так, рядом Красносельская, а следующая улица, на которой Максим раньше ходил в школу. И я забыла название этой улицы. В общем, неважно. В районе улицы Красносельской. Но по проспекту Победы я однажды шла, и на меня в темных очках летел велосипедист. Не знаю, почему он меня не видел. Мы прям лоб в лоб сошлись. Ладно, хоть без физических повреждений. Но у меня было вот это вот невероятное впечатление совершенно чужого лица в темных очках перед своими глазами, когда мы столкнулись. Навсегда отпечаталось в моей этой фотографической памяти. Было страшно. Сейчас вспомнила забавную историю. Встретили парня на инвалидной коляске, который загадочно смотрел на воду, ну там на пруд, прогуливался. И я сразу вспомнила эту историю. Однажды моя мама приехала к бабушке. А там нужно, ну вот из одного маленького городка в другой, а бабушка жила всегда в старой части города. Это как поселок получается, старый поселок называли. Мама приехала на автобусе и около дамбы, про которую я уже рассказывала, вышла из автобуса и к бабушке, ну, километра 2, наверное, чесать пешком. Это минимум. И вот она идет, дамба, поселок, дома далеко, поле, дорога и никого, и парень на инвалидной коляске. И она такая, ну, в шоке в таком, откуда он здесь вообще взялся. Обычно такие люди бывают же с сопровождающим ходят. А тут он абсолютно один, стоит себе посередине дороги в поле. Никого вокруг нет, вообще жара, лето, по-моему, было, да, Вов? Да, было лето. И она такая идет, он такой, здрасте. Она такая, слушай, откуда ты здесь вообще, ну, взялся? Откуда ты взялся? Он такой и рассказывает, что он сам вообще из того же города, что она. Он приехал случайно, когда он на улице был, он встретил каких-то молодых парней. Он с ними начал общаться, разговаривать, болтать. Они его вдруг, по-моему, напоили, да, Вов? Алкоголем? Они его напоили алкоголем. И повезли его вот туда же, где он сейчас, только на реку или на пруд. Там они его сняли с коляски и искупали, да, в воде. Искупали. У него было желание искупаться, по-моему. У него было желание искупаться. И я не помню, пили они или нет, но они его искупали явно. Да. Таскали на руках. Вот. Но в какой-то прекрасный момент, наигравшись с ним, они его что сделали? Оставили. И он просто куковал в этой деревне абсолютно один среди поля на жаре в инвалидной коляске. Ему ничего было невозможно сделать. Абсолютно. У него не было денег, мобильного телефона. У него не было ничего. А коляска тяжелая. И парень тяжелый. Мать моя взяла сердобольная и потащила его, значит, толкая эту коляску. Вот. Он говорит такой, так что вы, вот, мол, не надо, ля-ля-ля. Она, а что я тебя, типа, оставлю, что ли? Она его натаскалась в тот день выше крыши. Живот у нее болел, она надорвалась вообще из-за этого парня. Ну, помогла ему. Но она ему помогла. Она его дотащила в итоге туда, по-моему, до бабушки. Они его там что-то накормили, напоили. Потом она его тащила, на коляске толкала в горку, там, поселки до остановки, обратно эти 2,5 или 2 километра. Потом она его затащила как-то в автобус. Я это как сейчас помню. Потом она его довезла до города. Это было что там.
И вот я сейчас, когда увидела этого парня, он уже один стоит на коляске, рядом никого. Да. И я сразу же вспомнила эту историю, такую вот великолепную. Ну вот бывает вот так, что людей как-то сводит судьба зачем-то. Может какую-то карму снять, может отработать что-то. Но вот ей, видимо, нужно было ему помочь зачем-то. Вот так судьба сложилась. Но мы так нанервничались, когда она это все рассказывала. Это вообще... Потому что жалко же, ну-то жарко. А маму, она женщина, она же не маленькая. И она таскала эту коляску на себе практически с парнем взрослым. Вот. Ну и парня жалко, конечно. Потому что она там про него рассказывала. В общем, как он стал инвалидом. Он разбился, по-моему, да, ведь, Вов, на машине или на мотоцикле. Я помню, что он попал в аварию на самом деле. И молодой. И он стал инвалидом из-за этого. А в аварию он как-то... или его сбили. Не помню. По-моему, Вот, в аварию. или он в аварию попал, или его сбили. Я не могу вспомнить сейчас. Но так случилось, что он вел какой-то не очень хороший, по-моему, образ жизни. И все стечение обстоятельств, которое с ним случилось в жизни, оно случилось вот именно из-за этого. Я вот это запомнила. Но вот я не помню, что именно являлось причиной. Мам, ты будешь смотреть потом? Напиши комментарий. Из-за чего он стал инвалидом. Он не был с рождения инвалидом, я это точно помню. Что он стал им из-за того, что что-то произошло вот такое вот как нехорошее. От Нижнего пруда мы поднялись на улицу. И вот сейчас идем, чтобы по кольцу пройти вот так направо по улице, перейти дорогу и там уже идти к бастиону. Нам нужно дважды. Видите, какая пробка? Нет, если мы пойдем по этой стороне, Нам то... вот нужно вот обогнуть и вот напротив как раз нас. Вот там вот начинается этот бастион. И дальше мы пройдем немножко. Хорошо. Ко входу. Хорошо. Это площадь Василевского. Вот тут площадь Василевского. Вон там памятник Невскому, да? Вот. Тут Евроспар. Тут цветочки. И мы. Памятник вот. Я так понимаю, памятник Василевскому. Мы идем вот сюда. Будем искать пешеходный переход. Есть, да? Да. Хорошо. Так, ищем нашу прогулочную дорожку. Сначала хотели с той стороны подойти, но оказывается она не там. Она с этой стороны. Видите, ручей. Все как надо. Вот он, этот ручей. А дорожка здесь, с этой стороны. И еще на нее нужно правильно выйти, около Королевских ворот. Историко-культурный центр Великое посольство. Это и есть Королевские ворота. Вот мы идем. Все. Итак, лайфхак. Нужно посетить Королевские ворота в Калининграде. Найти вот этот замечательный зеленый весь некрасивый под мостом ручей. И потом не справа, а слева спуститься к дорожке. Вот и теперь нужно по этой дорожке идти вперед, куда она ведет. Вот и все. Вся история. Ну и мы сейчас с вами продолжаем идти. Вот смотрите, вот это по-любому прусы строили вот эту стену из камней. Потому что она старая, обветшалая, кое-где развалившаяся, да, и вся поросшая. Но видно, что часть этой стены осталась, укрепление. И вот тут вот такое вот место, чтобы гулять. Очень красивое. Там какой-то мостик старенький. Ну, на самом деле, да. Я прожила здесь несколько лет, но не гуляла здесь. И это очень удивительно, что никто даже, в принципе, и не рассказывал про это место. Хотя место, ну, посещается людьми. Видно же, что люди гуляют здесь. Тут вот какая-то такая штука сделана, как железная такая. Нет, это или пластик.
Пластик. Ну что-то как сетка какая-то положена, чтобы по ней можно было, или чтобы не развалилось тут ничего Там идти. недавно. Да, вон там даже какой-то, как видишь, сток воды. Старый-старый мост. Интересно, правда интересно. Пойдем. Да. Вот. Ну, пока иду, что-нибудь попытаюсь рассказать. Недавно совершенно открыла для себя. Вот эти цветы. Ух ты! Вот эти цветочки, да. А вот они здесь ближе. Красивые, розовенькие. Мы так и не знаем их название. Если вы знаете название этих цветов, обязательно скажите, что это за цветы. Потому что мы так и не поняли название. Это точно не иван-чай, точно не люпин. А вот что это? Так, недавно совершенно открыла для себя разные английские, иностранные, американские оракулы. То есть вы знаете все, да, что есть карты Таро, есть Ленорман. Но сейчас люди, вот особенно эзотерики, те, кто занимается картами, рунами, все чаще придумывают свои авторские оракулы. Ух ты, смотрите, какая тут интересная местность. Были, наверное, Тут холмы укреплены, получается. Они зацементировали. Да, но тут как бы, смотри, да, все так это сделано действительно как военная крепость, база для прусов. Вот. И я начала их переводить. Ну, то есть, вот, допустим, если вдруг вы увлекаетесь тоже, да, картами, там, рунами, там, Таро, Ленорман, смотрите, какая собачка, то не игнорируйте новые все оракулы. Пусть они сейчас многие на английском языке, но все-таки есть такой момент, что если их перевести или там, ну, найти какие-то, сейчас многие скидывают уже переведенные книги, то они тоже очень многое вам дадут на самом деле. Ну-ка, давайте подойдем к этому водопадику. О, как красиво. Водичка бежит, стекает. Здорово. Уточки, вон смотрите, сколько уточек сразу же прибежало, когда начали кормить. Там лисичка нарисован. Ух ты, как красиво. Смотрите, как же здесь красиво. Это центр города. Никто не знает об этом месте. Я первый раз вижу, слышу. Как интересно, правда же? Здорово. Я сейчас сделаю фотографии. Красиво там вообще вот это все, да, Вов? Пока идем, всем передаем привет опять. Мамам, папам, братьям, сестрам нашим. И также Ольге Лавриненко. Ольга, привет. Так, сейчас еще сделаю фотографии, Вов. Очень красиво здесь. Видите, как уточка кормит? Вов, ты подержи камеру, чтобы... Ты выключил камеру, нет еще? Сейчас тут свет очень красиво Да, ложится. солнце вечернего. Давай. Мальчишки бегают, кидаются камнями в ручей. Камнями. По поводу оракулов. Ну, на самом деле, есть очень интересные оракулы. И порой очень говорящие. Конкретно под определенные темы заточек. Ну, вот, например. Темы отношений, темы работы. Если из российских оракулов, то оракул «Лес любви», да? То есть он и на русском языке, и все, но он очень говорящий по поводу личных отношений. Но есть и другие. То есть, вот, допустим, оракул современной ведьмы,
Потом, значит, если вот недавно я спириджанки, да, вот взяла, очень приятный оракул. Потом, значит, что еще? Вот Таро Акаши. Это же не Таро Акаши, да? Это же, ну, в смысле, это Таро Акаши, но это не Таро. Это тоже оракул. И хоть там и сделаны масти, да, но все равно это уже не полная колода. 64 только карты. И многие-многие. Вот Кипер, оракул Кипер. Потрясающий. Он, кстати, есть в переводе на русский, но дорого, конечно, стоит. Вот. Что еще у нас какие? Оракул сновидений. Он у меня переведенный на русский, куплен язык. Очень крутой, очень. И многие другие. То есть вот рассматривайте всегда не только Таро, не только Ленорман, а вот оракулы. Кстати, сейчас очень популярны метафорические карты. Это карты для психолога. Но какие же они крутые, как на них очень классно прям гадать. Считываешь информацию на ура. И на некоторых написано, что они не предназначены для гаданий. А на самом деле предназначены. Гадать можно на всем. Да, вон На камушки бабах, можно да. насобирать и на них погадать. И все равно погадаешь. Поэтому тут уже как карта ляжет. Как мысль пойдет, да? Нет, на самом деле это очень многое зависит от того, насколько человек разрешает себе получать эту информацию и способ получения. Нет, безопасно. Не переживай. Не кусается. Я боюсь. Это Понятно. большая собачка. Я боюсь, я не пойду. Всякие приколюхи его, чтобы на кого не нападал. Большая собачка. Да нет, нормально. Откуда ты знаешь? А вдруг нет? Ну, дорожка, смотри, какая уже длинная. Боюсь ее. Боюсь. Она без поводка, без намордника. Как так? Это же ротвейлер. Ну ладно. Солнышко выглянуло вечернее и так отражается в воде каждый кустик. И вообще очень красиво здесь. Мне очень нравится здесь. Вот еще одна собачка. Интересно, она на поводочке. Если вы хотите погулять в самом центре города, по гравию, мимо ручья, как будто бы в лесу и отрешенными от всего мира, милости просим сюда. Это очень здорово, я вам честно говорю. Мы идем, мы прям нарадоваться не можем пейзажам. Так красиво, так хорошо все здесь. Очень приятное место. Теперь мы вот дошли еще до куда-то. Смотрите, какая чаша. Смотрите, как интересно. Что это? Подожди, а это не та стена, которую мы видели? Ну, мы видели ее сверху. Да, может там есть проход, но мы не знаем. Может быть, но видите, вот эта лесенка. Может, она и работала бы, но тут еще что-то поставлено. А я сбегаю гляну. Ну, смотри. Там еще один мост. По-моему, ты ему понравился. Мохнатику. Боб Марли. Такой прикольный Боб Марли, да. Там есть дорожка, тропинка, асфальтированная, но она не в лучшем состоянии. Смотри, как дерево отражается. Вот те деревья здесь от воды отражаются. Очень круто. Да. Собачки. Такие зеленые пейзажи, знаешь, крутые. Невероятно. Очень красиво. Просто вот такое чувство, что в рай попали. У нас Нижний пруд, вот он у нас в приоритете. Почему? Там все зеленое, лавочки и тоже рай. Вот здесь, я считаю, нужно облагородить, сделать асфальтированную дорожку и поставить лавочки.
Это невероятное место, красивейшее просто. Люди очень довольны здесь, которые гуляют, видно же по лицу. И с собачками гуляют, так же, как у нашего Нижнего пруда. Почему это все не облагородить? Немножечко непонятно. Да, да, по нашему пути прошел. Вот там, где мы поднимались, они решили пройтись по Чигирям. Круто. Слышите, как машины ездят параллельно? А мы за вот этой вот холмом стеной, да, или как сказать. Вон кто-то идет. Я вижу тени людей, которые идут по верхней тропинке, по которой мы ходили здесь и искали. А нам туда дальше, я так понимаю, к резиденции королей. Да, И получается, что как сюда попасть? Можно от королевских ворот, да? А можно от резиденции королей пойти. Я так понимаю. Вот сейчас будем экспериментировать. Дойдем мы до резиденции отсюда или нет? Очень интересно даже. через мост вот поднимается возле церкви. Ну я уже вижу горки резиденция этой резиденции. То есть вам нужно идти не по той стороне, с которой стороны резиденция, а от храма спуститься по другую сторону ручья. Вот и все. И вы спокойно идете прогуливаться. Ну, когда моя мама приедет, я обязательно ее сюда поведу только от резиденции. И будет очень смешно смотреть в конце видео, как мы искали это место. Я думаю, может, ускоренку сделать, чтобы не было так нудно, но это было весело. Реально, мы употели. А тут что? Самое вкусное мясо здесь. Так, мы с обратной стороны какого-то мяса. Я мясо не ем, но все-таки интересно. Даже тут еще и кафешка, что ли, или что это? Шашлычная? Ну, да. Интересно, да? Ну, кафешка, значит. Ну, а в резиденции королей там вообще рестораны. Все есть. Вот, смотри, мам, я тебе прогулочный маршрут уже придумала. По всем Чигирям пойдешь с нами в центре города. Сначала ты поешь тут в ресторане в этом, в резиденции королей, а потом придется выгуливать свою пищу. А что ты хочешь? Так что ешь тебе придется не салат, а что-нибудь покрепче. И потом будешь чесать до королевских ворот пешком по гравию. Поэтому ботиночки нужно выбирать такие поплотнее, поплотнее. Знаешь, такие не туфельки и не тапочки, как я. Нужно прямо ого-го какую, с платформой там или еще какой-то толстой подошвой ботинки. Ну, будет еще осень. Да, будет осень. Вот мы тебя и протащим. Будешь гулять, сердечную мышцу тренировать. Классное место. Мы вот прогулялись, нам очень понравилось. Очень красиво здесь, реально. Круто. И не такое большое расстояние, кстати. Получается, можно прямиком дойти от резиденции королей до королевских ворот. И не надо, допустим, вызывать такси или еще что-то, учитывая то, что мы живем недалеко от резиденции. То есть пройтись мимо Нижнего пруда, получается, красота неземная. Потом приходишь сюда, красота неземная. И проходишь такой маршрут, да, в центре города. И тебе не нужно даже сталкиваться с трассой, с пыльными машинами, там, с этими загазованностями. А ты просто идешь по очень красивым местам. Я считаю, это замечательно. А еще тут есть вот такой замечательный храм. Я, кстати, про него видео снимала. И внутри снимала. Так что, если вы его найдете, буду очень рада. И вот она, резиденция королей. Ее тут очень хорошо видно. А вам нужно идти с другой стороны, и все будет хорошо. Вот смотрите. Вот такой вот есть арочный такой мостик. И вы с этой стороны спускаетесь по лесенке и тык-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 тык. И на нашу дорожку. И прогуляйтесь замечательно.